Ну они уже как-то начали продолжать легенды. Наш ходой за халхитин о что наш харбе лабош эн ночи. Вот, но у меня больше складывается впечатление, что это наших бож, что территории это не собственность современная наших. Жим территории галанчожа наши гала эхки мерж бож, ялхари. Вот. Скорее всего, под нашего понимается более обширная территория, более широкая территория. Вот. Я в горах постоянно, обычно с конца 70-х, 80-х годов, вот, каждый год мне приходилось бывать в горах. Вот. Я обычно беседовал с чабанами. Обычно старики после возвращения с Казахстана, после 1944 года, людям запретили селиться. Это в Галанчевском районе, выше Итумкале, вот, Шарое и Чеберлое. И вот эти старики, они обычно с овцами приходили в горы, выезжали, чтобы пасти овец. Вот, и некоторые были вместе с колхозным или совхозным скотом, они выезжали на альпийские луга. И они очень любили, когда их расспрашивали, там, вспоминать, вот, до выселения, как было, вот, там, то, что старики говорили. Вот. И вот когда вот с ними беседовал, потихоньку сложилось впечатление, что вот это понятие нашах, это не ограничилось современным нашха, который находится в Галанчевском ущелье. Здесь еще надо учесть один момент. Даже в 80-е годы были старики, например, в Итумкале, Хачара, Чинах, Дзумса, которые названия произносили не так, как сейчас. Вот как-то в разговоре я тебе говорил. Сейчас говорят как? Чента, Дзумса, Чинха, Нашха. А они говорили, например, одна очень глубокая старушка была в этом Итумкале. Ну, у нее и сын был уже глубокий старик для меня, а она еще старше была. Вот. И вот как в разговоре они говорили не Чента, а Ченат. Не Чинха, а Чинах. То есть территория названия. Дзус. Это где-то 900 года была старушка Рекбош. Дзумса. Но она не говорила Дзумса, она говорила Дзуса Айша. Вот. Она, кстати, была родственницей этого Джавадхана, которого их 27 человек, где-то 28 расстреляли в первый день выселения. Вот. Даже грудного младенца расстреляли в 1944 году. Вот. Она их родственница была. И Чинах, Чанах, Мерж. Галаино, Нашах. Вот такие названия. Скорее всего, мне кажется, там разные версии есть на происхождение названия. Нашах. Вот. Например, еще Дешери в свое время там высказывал, что название Нахчо произошло от этого. Кстати, хотел бы обратить внимание, сейчас стараются говорить в единственном числе, когда говорят, что Нохчиеву. Но дело в том, что Нохчи – это форма множественного числа. Даже в 70-е годы, когда паспорта выделали, в единственном числе писали Нохчо. Нохчо. Мышбу, Нохчибу. И окончание – это аффикс множественности. Вот. И вот когда Нохчи, и потом начинает объяснять вот этот термин, старается его объяснить, то есть, исходя из этого второй части чи, хотя там чо идет. А более древний, как я говорил, это идет нахчо. Кстати, все старики, с которыми я говорил, Чебар, Лахша, и Итумкалинском районе, они никогда не говорили нохчо, они говорили нахчо. Нахчо, то нахчо ему.
во всех диалектах. Это подтверждает и Арсаханов, и Мациев, когда вот пишут, например, они диалектологию изучали, чеберлуйский диалект, а потом у него есть, сейчас точное название забыл, у Арсаханова у него акинский диалект, и есть у него книга «Ченская диалектология», по-моему, как «Введение в диалектологию». Вот. Он разбирает разные эти говоры, диалекты чеченцев. Там тоже в основном везде нахчо идет. Вот. А вот Дашириев считал, что термин произошел от нашха. Вот. И вот здесь интересно вот это, какой нюанс. Они все критикуют Лаудаева, что мнение, что самоназвание чеченцев произошло от нехч. Ну, в диалектах нахч, нахч. Кстати, в некоторых диалектах это идет начха. И, кстати, в этом самом, в асвийском языке. Начха, мягче. И тут же он, значит, старается объяснить происхождение этого названия, самоназвания чеченцев от нашха. Нашах. Но дело в том, что на территории нашха, собственно, территория нашах, это долина у реки, ниже Моцвар и Чармах, где находится выше башен населения. А вот это внизу долина, это место, где дойки овец. Это долина, где все стада собирали, доили и производили молочные продукты. А молочные продукты, это что на войне Ахматахуда, в чеченском литературном маш. А в диалектах это наши, ножи, ножи, нашлят, наждят, нашлят, машлят, нахчемата, литературном, да, равнинном. Вот. Кстати, здесь кто-то в комментариях написал, я такое не слышал, но раз он не слышал, значит, такое не может быть, получается. Вот есть только хайлибят. Ну да, хайлибят это из молока крупного рогатого скота. Из хайлибят. А нашляхти, машляхти это в основном из молока овец. И вот они производили, значит, сыры варили, как раз там они это самое. И поэтому, например, перевод этот сохранилось в диалектах, место дойки этих овец, они называются сейчас наждар. Наждар. Буквально это там, где делают молочные продукты. Вот. А Лероев почему-то буквально смысл понял. Наж это у нас дуб. И он это перевел как дубники. То есть, в смысле, там дубы росли. Но сколько я ходил в горах, именно те места, где дойки этих овец, особенно это возьмем ущелье Алазани, реки в Грузии. Вот. Это жители Панкистского ущелья, чеченцы, которые грузины, чеченцы уже назывались кисины. А так эти чеченцы, они тайпанкеры, хачрой, вишни, мелри, майстой, тайпништовцы. Они называют наждар, и называют по имени. Например, Мухаммад Наждар. Вот я там был, это пил молоко. Лукун Наждар по имени человека. И там ни в одном месте дубов, в такой высоте дубов нету. Вообще дуб не растет там. Здесь дело не дуб, а дело именно в место, где Мухаммад делает молочные продукты. Мухаммад Наждар говорит. Наждар, молочный продукт. Да. Поэтому, когда переводят из нашах это буквально направительное место, где доят овец и делают молочные продукты. То есть в этом случае Дашириев сам не считаясь мнением этого самого Лаудаева, тут же сам он перевод вводит от нашах, который как раз имеет связь именно с нехч, понимаешь ты, нашах. Поэтому, когда мы смотрим нахч. И вот здесь идет интересный момент, в некоторых диалектах идет начха. Начха. Представляешь, связь какая попадает? Поэтому, когда мы
что-то объяснять топонимы, надо брать топонимы, которые именно как они произносились, как они звучали в старину. Вот сейчас вот мы спросили старику, ну какого старика ты спросил? Он начинает смотреть, этот старик моложе меня. Ну, моложе меня люди, это все, которые учились в советской школе после возвращения с Казахстана, которые чешский язык, они, в принципе, и учили там неделю, 2 часа. И историей не интересовались, им никто не преподавал историю. А дело в том, что старики, которые родились до революции, некоторые из стариков, с которыми беседовали, они еще до революции женатые были, и до выселения уже взрослыми семьями были, они говорили, конечно, на чистом языке. И на диалектах, и на языке чистом говорили. Чем больше поколений меняется сейчас, тем больше теряется лексики. И сейчас, когда говорят, вот там у стариков, нету сейчас таких стариков, которые это помнят. Сейчас единственное осталось, что это работы в первую очередь, это работы Арсаханова, Алироева, отраслевая лексика, Фаулова и Флора, там еще несколько работ. Мациева, Чеберлоевский диалект. И вот эти работы после возвращения с Казахстана, которые были опубликованы. Когда еще эти исследователи, они беседовали со стариками, действительно знающими свой язык. Ну вот, например, я разговаривал, Хачер это территория такая. Вот. По-моему, это Гамхбош, Юрт-Персик, старик. Ему более 110 лет было, в 1979 году. Вот он действительно говорил на языке, который близок был к языку его там, отца, деда, предков 19 века. Это уже информация. Или, например, Чинха Мужикел место. Там жил Мумакаев. Старик. Отец постоянно к нему ездил, да, чтобы Бучвал, этот самый. Ему тоже за 100 с чем-то лет было. Вот это информаторы. Вот у них надо было записывать в свое время, а не у современных людей. И слово надо стараться по мере возможности взять именно тот вариант, который более близок к древнему, когда эти люди давали это название. Понимаешь? Поэтому вот эти названия, тейповые названия наших, вот это территории тейпов. И вот опять же, иногда очень часто наши авторы опять повторяют тейп-род. Или, например, тейп произошел от какого-то человека. Но это опять же идет как? Тейпы, они сформировались в горах. И надо было исследовать в горах, ходить по горам и писать, не сидя там в кабинете где-то, фантазировать. Кстати, наиболее подробная работа Мухаммада Мамакаева, она полностью все искажает. И многих тейпов, которые называют, это нет, это части тейпов. И вот здесь подходит такой, вот когда в горах ты идешь, например, Шатой. В Шатое есть тейпы какие? Памтой, Саттой, Хаккой, в Шатой входит Вашторой. Это, в принципе, один населенный пункт или несколько хуторов. Михал то же самое. Но когда выше ты поднимаешься, уже за скалистый хребет, и вот там идет как? Чинах, Чанта, Дзумса, Хачер наверху, за ним идет Хилбех, затем идет Майста. По левому берегу идет Чанта, Бишна, Перла, Кей, Мелхист. Это уже территории. И вот когда начинает, например, пишут вот Тейп Мелги, и начинает Тейп Мелги, Тейп Эртихой, Тейп Мешихой, Саканхой, Икалчхой, Коротхой, и начинает гнать Джархой. Басти, ну извини, дорогой, это села в Мелхисе, на этой территории. Это населенные пункты. Из них наиболее крупный это Терта, большой аул был, там одна боевая, там около десятка жилых башен. Байнист наверху на хребте, это на Лайлам.
То есть, получается, название тейпа дают, и название дают десятков этих селений. Это люди, которые в этих местах не бывали, они не видят. Или, например, дается так, Керла, тейп Эрлой, потом, значит, идет Иенхой, Эшной, Бешной, Никархой, Бархой, Баулой, и вот перечисляют опять селения. То есть дают общее название территории, а потом дают название этих населенных пунктов. И получается, вместо одного тейпа Мялры получается где-то 15 тейпов. Ну, тогда надо все села мялховские перечислять. А если ты начнешь все населенные пункты Керла перечислять, получится еще 40 тейпов. Если начнешь перечислять все населенные пункты Чемпи, то получится тоже около 40 тейпов. Хотя это один тейп. И вот здесь, когда смотришь, именно вот эта территория высокогорная. Вот эта территория именно, можно так сказать, классический тейп. Тейп – это этнотерриториальная группа. Название дано по территории. Вот. Ну, например, фантазирует там вот насчет Мялги, вот это все. Мне кажется, вот это происхождение Мялхиста, это довольно простой случай. Вот. И я сам этот случай наблюдал в 1973 году, 1, 2, 3 мая. Вот. Я был в Мялхисте, это я после армии вернулся, работал на телевидении. И на майские праздники, первый раз горы, мы в горах долго не были, в смысле не были никто, хорошо горы не знали. И мы пешком, в то время дорог не было, с Итумкале пешком мы пошли туда. Хорошо, что жители Итумкале, они нам подсказали, вы по городскому продукты взяли, у вас мало продуктов и теплых вещей. Вот. Ну, мы думали, май месяц, что там. Мы не подумали, что в горах днем тепло, а май месяц очень холодный. И вот мы поставили палатку, это на правом берегу Аргуна, там, где в 18 веке был аул Башины, некоторые его доги называют, но там развалины этого аула. Вот. И мы поставили там эту палатку, и ночью холодно. Заснуть невозможно, потому что в то время же эти спальные мешки, ватные спальные мешки, все. И вот среди ночи нас было двое. Мой одноклассник, товарищ, кстати, он сейчас живет в Грозном, вот, и был болгарин, парень, в то время болгары у нас работали на это. Это инициатива его была, ему было очень интересно попасть, вот, потому что он только потом нам объяснил, почему хотел он это попасть в город. Вот. И ночью он не спал, он курил, и вдруг он говорит: Руслан, шепотом он: выйди, посмотри, ты такое видел? Вот. Я вышел, и действительно, это фантастичная фантастика. Черное небо, горы не видны, это одна темнота. И с правой стороны, с востока, светлые, как аппликации налеплены, это облака. Солнце еще не взошло, попало на это. И вот этот Мялхисте, между этих гор, в глубине, внизу находится этот Цайнпеда. Это очень крупный комплекс могильников. Один из крупнейших на Северном Кавказе, солнечный могильник. И вот как будто какой-то прожектор с неба осветил именно вот эта верхушка вместе со склепами этой башни. Они видны четко. А мы стояли километрах 3 оттуда. Это продолжалось минут 10, наверное. Потом раз, и уже показались эти самые линии вершин гор, посветлело. И самое интересное, облака. Здесь они светлые, такой светло-желтоватого цвета. Потом, чем дальше к западу, они уже становятся такого вишневого цвета, синеватый. И потом уже не видны. И вот на вторую ночь мы специально стали ждать это времени. И вот справа облака светлые, раз увидели аппликации эти. Все темно. Потом, значит, и дальше вот облака, где есть, чем дальше они к западу, тем более темный цвет, насыщенный вишневого, потом переходит темно-синего такой. И вот опять вот этот пятачок освещенный. Где-то полчаса, наверное, продолжалось, минут 25. Это было фантастично, потому что этот болгарин, он лет на 5 старше нас был, он удивленный, он не может понять, в чем дело.
И когда мы посмотрели налево, в сторону Ингушетии, и вот представь себе, как будто в небе черное небо, и висит какая-то темно-синие вот эти грани, видны, как стекло какое-то, хрусталь висит в небе. И когда уже солнце взошло, мы посмотрели, видно, это вершина на территории Ингушетии. И вот мы 3 дня это наблюдали. Скорее всего, здесь идет какой-то момент, когда солнце еще не взошло, и вот эти лучи от чего-то отражаясь, попадают на этот ледник. Из этого ледника именно освещение идет на пятачок. Естественно, для нас это была удивительная картина, фантастика была. Но представь себе для древних жителей. Естественно, они это воспринимали, что солнце, бог солнца живет в этом месте. Вот этот бог Цу, бог огня солнца. И вот наши некоторые этнографы, они там легенды придумали, что там вот там в древности воровали трупы из могильников, и люди поставили там башню и возвели забор, чтобы охранять эти трупы. Но дело в том, что на этом месте я... Вот с 73-го года я побывал, после этого 70-е годы несколько, 80-е годы почти постоянно я был. Дело в том, что этот забор окружает не могильник, не солнечная могила, а этот забор окружает именно вершину этого холма. И вот эта боевая башня, она охраняет вход, вот эту ограду. Там в этом заборе, там как раз дверной проем. Видимо, раньше на этом месте были какое-то капище, какие-то святилища были вот этого бога Цу. Поэтому и название Цайн Паед, то есть это поселение, место жительства бога Цу. Цайн Паед был. И, кстати, на этой башне была фигура человека, антропоморфная фигура, которой был вставлен камень с выбитыми глаза, рот, нос, вот это. Это Маркоин очень хорошо я описывал. И от этого назвали Малхис, то есть край солнца. Есть по-чеченски древнее слово, это край, край места. Как, например, в русском языке есть край, это край чего-то, и край это как территория, место, страна. Ну, это славянское слово, в украинском, польском языках это означает родина, территория, страна. Место солнца. И вот такие названия. Потом что идет? Названия возникали на протяжении длительного времени. Например, Чанат. Чанат это буквально чан, это место обильное хлебом. Т это направительный суффикс. К. То есть это буквально к месту, где много хлеба. Вот. Видимо, местные жители, которые живут в боковом ущелье, на вершинах, они обменивали их зерно, получали через эту равнину. В самом Чанах, у долине этого Аргуна, находится селение какое? Итокал, Кочер, Пакоч. 3 селения. Остальные находятся на вершинах окружающих гор. И прямо вход после Кочер и этот Пакоч, вот там Ченчо называют. То есть это как раз выход на эту долину. И вот это население, которое группировалось вокруг этого центра, постепенно они себя относили к этому обществу. От Хокот и до Хачар. Хачар находится мимо. Хачар поднимается тропа наверху Хачар. Хачар тоже где-то населенных пунктов 16-17. Но они у меня на карте схемы они все нанесены, эти названия я собирался. Но несколько поколений, там земли очень, пахотной земли вообще дефицит. Вот. И очень мало пастбищ. Естественно, процесс шел оттока населения. Естественно, это шел процесс. И когда говорят, вот они заперты в горах, то есть получается, что они искусственно сдерживали рождаемость, или смертность там была выше, чем у других регионов. Там процессы одинаковые. Когда, например, говорят, в Дагестане там они переселялись, и они первые переселились на Чемскую равнину, на наклонную равнину. Подождите, в Дагестане, значит, вы должны привести факты, что там более сильно были развиты процессы демографии. Там смертность была маленькая, рождаемость была высокая, и там население росло более быстрыми темпами.
На каких фактах это основано? Потому что если взять географически горы Чечни, они более приспособлены для жизнедеятельности. В Дагестане нет лесов, во-первых. И очень ограничены земли, особенно пахотные. Там только на этих скалах, на этих горах только выпасать можно овец. У нас же горы покрыты лесом. Если процесс шел такой же, значит, то, что лежит под носом у чеченцев в долине реки, они, оказывается, 1000 лет туда не спускаются, они не знают, что там можно получать больше урожая, больше продуктов земледелия, и ждут, когда кто-нибудь там заселит. Нет, эти процессы шли с древнейших времен. С древнейших времен они переселялись на равнину, с древнейших времен с равнины какая-то часть уходила за терек. Потому что если взять археологов, Крупнов и другие, Мунчаев, Марковин, это еще в 60-е годы, что отгонное скотоводство зародилось на Кавказе в 3-м тысячелетии до нашей эры. То есть они им были знакомы затеречной степи, они пасли свой скот там, особенно это мелкий рогатый скот. Но в процессе вот этих деятельности, полукочевого или как подвижного форм скотоводства, какая-то часть населения, она постепенно уходила в степях дальше и оставалась там. И зимой были там, и летом они были там. И они могли отпочковываться и сливаться с другими кочевыми племенами. Уходить оттуда. Но когда менялись природно-климатические условия, часть населения, она отходила в предгорье, потому что с древнейших времен степи Северного Кавказа, они именно в трансгрессивный период, когда повышалась влажность, они покрывались разнотравием, появлялись леса, и они были очень благоприятны для скотоводства. А скотоводство, оно дает приплода и прибыли больше, чем земледелие при минимальных затратах. Естественно, население старались быстро перейти к скотоводству. Поэтому население предгорной зоны между Сунжинским и Терским хребтом, она осваивалась с древнейших времен. Второе, что идет. Территория, например, Дагестана, она вплоть до гор открыта. Территория Кабардино-Балкарии современной тоже, там прям в сравнении со Старопольского плато можно попасть на предгорье. В Чечне и Ингушетии предгорья закрыты не только там рекой Терек и Сунжа, но и Терским и Сунжинским хребтами. Кстати, они в древности, может быть, и не были такими оголенными, как сейчас. Поэтому о Чечне, даже когда началась Кавказская война, уже Ермолов, когда был назначен командующим Кавказским корпусом, у них сведений о Чечне было очень мало. Понимаешь, что было? Ну, а вернемся к тейпам. И вот эти тейпы, они из себя выделяли как постоянно шел процесс движения ближе к равнине. И вот эти тейпы, которые, например, сейчас в Шатое, Пхантое, Хаткое и другие, они сформировались из постепенного движения людей с более высокогорных районов по долине реки Аргуна к равнине. Население само вот этого региона Шатоя, оно из себя исторгало какую-то часть населения, которая постоянно переселялась дальше на равнине. Поэтому они генетически связаны были с теми тейпами, которые находились выше в горах. Поэтому надо различать тейпы, которые находятся выше скалистого хребта, где относительно постоянные, стабильные были вот эти группы, вот эти тейповые организации. И те, которые от них отпочковывались и создавали новые названия, и они уже называли по себя новым именем и считали себя отдельным тейпом. Это уже которые живут ниже скалистого хребта и Черных горах. Именно вот эти тейпы, например, по Черным горам, которые живут. Естественно, вот эта легенда о том, что произошла
от Нашха, что они все вышли именно вот с этого маленького Нашха. Здесь надо тогда предположить, что, видимо, в этом Нашха был золотой век, и там рождаемость была на очень высоком уровне, в отличие от окружающих территорий. И они могли своим выходцам из своего ущелья заполнить другие ущелья. Понимаешь, в чем дело? Поэтому надо различать тейпы, значит, это от черных гор до альпийских лугов и от скалистого хребта, альпийские луга и до высокогорья. Поэтому, когда берешь вот эти тейпы Галачош, Межой, Нашхой, Галай, там несколько десятков населенных пунктов, Ялхарой. Аргунском ущелье то же самое. А вот процесс идет в Шару, Аргунском ущелье и Чеберлоевском. Здесь процесс надо немного по-другому подходить. Почему? Потому что эти регионы граничат через хребет с регионами Дагестана. Сейчас они там аварцы живут. Но дело в том, что даже когда советская власть была установлена, вот, эта территория были андийцы и дидойская группа. Они, собственно, аварцами не были, у них язык все отличалось. И вот эти группы населения, они были как бы между, как бы буферная зона между, собственно, например, аварцами и, собственно, чеченцами. Те, кто жили ближе к чеченцам, вот, они и ментально, и язык, и все, у них были и родственные связи были с чеченцами, то есть жителями Чеберлоя и Шаройского района. Те, кто жили более в восточных районах, они ближе ментально были больше к аварцам. Ну, например, такое вот, когда я разговаривал со стариками, например, было селение Зило. Зило, когда оттуда эти выходцы от селения расселялись в Чечню, переселялись, они не были аварцами. Они были андийцами, и по языку у них отличался все. Сейчас, например, на этих территориях уже живут аварцы, потому что когда советская власть была установлена, их записали аварцами, в школах вели аварский язык. И вот как мне рассказывал этот андиец в 83-м году, в 84-м году, вот он говорил, что сейчас молодежь уже языка андийского или дидойского они почти не говорят, потому что со школы у них язык идет аварский. Поэтому, например, жители Чеберлоя, Верхнего и Нижнего, и Шароя, в процессе формирования вот этого группы населения участвовали выходцы как раз из этого, ущелья Андийской Койсу. Поэтому, когда после Кавказской войны дидойское общество присоединили к Дагестанскому округу, это в книге издал бывший чиновник Тифлисского этого наместничества. Он по путешествию в Тушетию, Дидуэти и Дагестану, такого типа у него. В 1867 году он проезжал, этот чиновник. Вот. И вот он там пишет, что Магомед Эмин, наиб дидойцев, вот, он считал, что это большая ошибка, что они ближе к чеченцам, и что они должны были быть присоединены к чеченцам. Он был очень недоволен. Но в то время очень тактично, потому что чеченцев старались, судя по всему, русские власти старались все-таки разорвать на части. Вот как с одной стороны западные ингушей оторвали, потом Карабулаков оторвали, на востоке акинцев, жителей Хасавюртовского района оторвали. Так вот, в Аргунском округе сделали как? Они в верховье речки, которые впадают в Шару-Аргун, вот это селение Кинхи, вот эти территории, они включили в Дагестанский округ. И через 20 лет, уже 1880-е годы, они его обратно включили в состав Аргунского округа, но там уже население превалировало в Кинхи выходцы из Дидоевского общества. Вот также они часть земли в Веденском округе отдавали. То есть, потому что самое главное, как еще Ермолов писал, вот там и споры идут, достаточно почитать Ермолов. Ермолов пишет: ключ к Кавказу лежит в Чечне. Покорив Чечню, мы покорим Кавказ. Ну, речь идет в основном о Восточном Кавказе.
В первую очередь нам надо оторвать Дагестан от чеченского хлеба, потому что они зависимы от него. И чтобы Дагестан был привязан к нашему хлебу. Для этого надо подорвать экономику Чечни. Штурмом эту крепость снять невозможно, начнем осаду. И вот это план набегов и уничтожения аулов, уничтожения полей, вот такой. И вот мы от тейпов перешли к этому. Вот эти тейпы, это никак не род. И тейпы, которые живут, например, в Нохчмахке, тоже не из рода они вышли. Это выходцы из более высокогорных районов. И вот если говорить речь о том, что они вышли все из Галанчожа и о котле, вот. Ну здесь это легенда, она красивая легенда, но она не подтверждается ничем. Вот. И особенно сейчас придумали так, особенно после присоединения Кавказа старались именно среди горцев дискредитировать имя Шамиля, вот этих предводителей. Почему? Потому что они как бы были символами борьбы за независимость. И вот Шамиль, он этот котел уничтожил, потому что он хотел разбить чеченцев. Но Шамиль этим не занимался, ему невыгодно было расколоть чеченское общество. И башни он не взрывал. И особенно в советское время, когда начинают сказать, вот Шамиль, там он жертвовал чеченцами, он был такой-сякой, вот эти легенды. И именно об этом говорят кто? Именно те, которые служили российской власти и старались помочь России укрепиться на Кавказе, которые после Кавказской войны получили земли своих соплеменников, стали привилегированы, как вот, например, кто-то написал, вот у них была голубая кровь. Но голубая кровь – это мутанты, потому что у людей обычно красная кровь. Но считать от того, что они аристократы, людей, которые получили эти земли путем предательства, но это уже, по-моему, полностью, мне кажется, уже понятие о порядочности, честности, аристократизме, это уже деформировано. Потому что считать аристократами Тапу Чермоева или этих офицеров, там, Орца Чермоева, это люди, которые, они выделились из народа только в результате того, что они предали свой народ. И за это русские власти земли, отобранные от их соплеменников, дали им. И если бы в то время не отменили крепостное право, планы-то были какие? Вот Россия, Московское княжество, Иван Грозный начал захватывать Белоруссию, которая в то время называлась Литвой. Половина населения уничтожена, переселено на восток. Туда заселяли население из Московского княжества. И сразу же вводили вот этот в 16-17 веке крепостные отношения. Тоже в Украине. Помещикам из Московии и предателям этих украинских, белорусских народов. Вот. Им давали земли и, естественно, закабаляли этих крестьян. До этого ни у украинцев, ни у белорусов не было таких вот крепостных отношений. Вот эту систему тоже хотели сделать, но не успели, потому что крепостное право отменили. Если бы не отменили, то эти самые, те, которые, как некоторые считают, имеют голубая кровь, они бы постарали бы с этих своих чеченцев, унижали бы, ну это пример мы и сейчас видим, вот, и продавали бы вместе с собаками. Некоторые там, я помню, Саада выходил утром, это бывший наиб Шамиля, который перешел на сторону русских и воевал против чеченцев. Кстати, когда смотришь в этих самых социальных сетях, почему-то никто его предателем не называет, хотя он с оружием в руках воевал против своих соплеменников. И за это то, что он подавлял восстание Тезы, им дали земли и Дубе, Жукаеву, и вот это Саада, и Тапа Чермой, Хосум Куруму. Они получили земли не сразу после Кавказской войны, а после подавления восстания Тезы. Это 1864 год, это бывший юрит этого Кунхаги.
И вот Сада выходил, говорят, и он говорит: «Эй, нах, Бог балушик, арвал, Бог бацалушир, салат ирдавал». Представляешь? И люди, которые говорят, они даже не подумают, не понимают, это, как это так. Человек, он чеченец, он мусульманин, перешел на сторону русских, помог им захватить землю, те отобрали землю у чеченцев, их землю дали ему, и он, значит, уже помыкает этих своих соплеменников чеченцев. Ну, естественно, конечно, у него голубая кровь, потому что у него кровь изменилась, он стал мутантом. Так что вот эти тейповые названия, потом, значит, такое, селение Дзумса, селение Майста. Вот это в советское время начали это писать, и сейчас даже некоторые авторы. Но дело в том, что селения Дзумса никогда не было. Селение Чанта никогда не было. Селение Майста никогда не было. В советское время, когда люди начали переселяться на равнину, населения было мало, и вот когда создавались сельсоветы, сводили их, чтобы по головам всех считать, особенно когда эти колхозы хотели создавать, начинали создавать. И эти сельсоветы входили люди нескольких населенных пунктов. И вот этот сельсовет, название давали, Дзумсоевский сельсовет, Майстинский сельсовет. Это не значит, что это были селения такие, то есть это селения такие были. Да. И до сих пор повторяют такие, например, это еще у Мамакаева, потом Ахмад Сулейман. Кстати, Ахмад Сулейман, он прекрасно знал историю Дорды. Вот. Ну, вот эти заявления, например, что у нас были тейпы, которые разделялись по профессиональной принадлежности, те, кто там что-то производили. Вот. Но это, ну, как-то это, видимо, в голову пришло, когда изучал историю средневековой Европы, где были эти целые кварталы ремесленников. Но дело в том, что такие ремесленные специализации появляются как во время, когда имеются государственные отношения и крупные населенные пункты, города возникают, когда есть спрос на их товары. А в основном-то это было домашнее производство, основные это самые люди сами производили. Единственное, что это было в каждом, например, Хачар, когда я в 1979 году был, этот старик мне рассказывал, что, например, Хачар Эрк, вот по этой реке, вот, он назвал где-то около 7-8 мельниц водяных, места, где были. И там же где-то 4 или 5 токарных станков, сахар. На них, он говорит, когда он был ребенком, обычно там по заказу готовили деревянную посуду. Вот. Ну, например, шун. Шун – это большая вот такая, как блюдо. В диалектах в горах называют шу. Иногда вот этот шу снизу делали 3 ножки, как на 3 ножках, столик. И вот сейчас, когда говорят шун хватовес, что поставить накрыть стол, это буквально это заносили вот этот столик на 3 ножках или вот это большое блюдо и ставили. И это блюдо, оно имело несколько делений. Деление, значит, для бульона, там биров, да, здесь соус. Деление, например, там, где мясо, и деление, где там галушки. Вот они 3 деления было. И он мне показывал как раз после выселения, когда сожженный вот этот дом он разбирал, вот, он говорит, я нашел, как раз еще мои родители пользовались, вот несколько полуобгоревших вот этих деревянных блюд. Вот эти токарные станки были. И были несколько человек, которые шили, женщины, но они, у них не было как это ателье, специализации. Нет, они шили. Они занимались хозяйством, они там смотрели за коровами, все. Но когда к ним приходили заказ, они шили одежду. И таких ремесленных центров, там ремесленники, эти самые, те, которые производили оружие, те, кто проводили там еще что-то. Вот, такого не было. И когда ради этого, например, Чулухуай, вот, например, Бухуай, Тумсой, вот это ущелье.
Ахмад Сулейманов написал, что они сами себя назвали Чухой. Чу – это стрела, значит, они лучники были, понимаешь? Но дело в том, что Чухой, когда у стариков спрашивали, а Гухой очень сильно связаны с Чинхой, потому что они женились, выходили замуж, смешивались, очень сильные родственные связи. Вот. И вот когда у стариков спрашивали, они говорили, там они назывались не Чухой, они называли Чухой. Чухой, внутренние. То есть отлично от Чунхой, которые в ущелье жили, в долине Аргуна, они жили внутри, в боковом ущелье. Чухой, это они, вот эти 3 Т посчитали, что они внутренние. Не от Чу, от прощи, а от этого идет. И вот такие эти самые нюансы, и они уже так закрепились в литературе, и сейчас вот когда в интернете смотришь статьи, там молодые исследователи, все, они буквально воспринимают все это за правду и пишут так, как есть. Так что это территориальные объединения. Они не имели никакой политической роли. Это, в принципе, то же самое, как ты сейчас паспорт у тебя есть, чтобы знать, кто ты такой. И когда спрашивают Тейпан Хамилу, то есть это биография твоя, откуда ты выходец. Это для этого. И такого политического объединения, а вот Тейп такой, они вместе объявляли кровную месть. Никогда Тейп не объявлял кровную месть. Если, например, Ченхоз какого-то селения, у него кровная месть, например, выходцев или с Джунса, или Чанта, никогда Тейп, весь Тейп туда не включался. Туда включался только его род. А род кто такой? Род – это 7 поколений. Вот они приходили, они, значит, старались, чтобы помирить или там, знаешь как, чтобы не продолжалась эта вражда. Вот. Но сама кровная месть распространялась только до троюродного брата. Чиркоч был, мягче такая. Уже четверородный брат, он уже не обязательно участвует в этом, понимаешь ты? Кровно, когда это самое. Но Тейп на Тейп не могли, потому что ближайшие села, например, Ченхой и ближайшие села, например, тех же Чанти, они между собой родственны, потому что они старались не жениться из своего селения, а старались, чтобы браки были, втягивать другие, но новую кровь. Поэтому и с этой, и с той стороны жили люди, которые были родственники, и двоюродные, и троюродные, и четвероюродные братья и сестры. Понимаешь, в чем дело? Ну, например, у моего отца двоюродных, троюродных братьев кто? И Дишни есть, и Терло есть. Ростой есть, Хачрой есть, Зумсой. Потому что они, женщины, выходили замуж, они женились, брали оттуда жены. Какая кровная месть между ними может быть? И какая вражда может быть? Земельные споры древнейших времен, когда вот то или другой населенный пункт, например, они вошли в Чинх, они имели четко очерченную свою территорию. Каждое селение знал свою территорию, знал свои пастбища, знал свои покосы и знал свои леса, лесные массивы. И это не оспаривалось. Это. Ну, может быть, единичные случаи какие-то происходили между отдельными семьями, но это сразу уже старики вмешивались, это разбирались. А вот уже эту систему сложенную, она была разбита после того, как Кавказская война закончилась, и вся земля объявлена была государственной. То есть все чеченцы, ингуши, да и в принципе в других регионах Кавказа, они потеряли право на эту землю. Эту землю забрали, и им начали выделять мизер, чтобы они впроголодь там жили. А раньше эти земли, эти регулировались все вместе, обществом, тоже селение. Но была частная собственность на пахотные земли. Эти земли были собственные. И цанш-покосы тоже были собственности семьи. Но когда семья увеличивалась, 1, 2, 3 поколения, она разрасталась до такого количества, что вот эти куски этой земли, они не могли их прокормить. Естественно,
часть этих людей, они уходили ближе к равнине, переселялись. Их появление еще такое, например, дзумса, это позднее. Они называли себя дзуса. Но дзумса предположили такое, по-моему, это у Алироева или у Ахмада Сулейманова, что название произошло от дзум. А дзум — это, он говорит, горская телега. Ну, дзум — это не горская телега. В диалекте, значит, в Аргонском ущелье название дзум — это как носилки-волокуши. Одни ручки, они на земле, а другие две прикрепляются или к там, быку, или к лошади. И на нем перевозят груз тяжелый. Там, если поднять на гору надо или еще что-то. Это нечто, знаешь, подобное. Вот это там есть такой вестерн, боевик про этих самых американских. Меня зовут Троица, по-моему, или я Троица. Смотрел ты это? Ну, там фильм начинается, лошадь идет, и вот к нему прицеплены эти две жерди, там как носилки, он лежит на них. Вот этот дзум называется у нас в горах. Да, это как волокушка. И позднее, уже в конце 19 века, там, например, в начале 20 века, они еще делали как? Маленькие колеса сделали внизу, чтобы когда груз тяжелый, они не обломились. Это буквально, в смысле, это носилки-волокуши. Это не дзум. Вот. Скорее всего, название это совсем не относится к этим, потому что вот такие носилки использовались не только в Дзумсе, но и в других местах, в горах, везде, не только в Чечне и Ингушетии, но и в других местах. Да? Особенно, когда, например, сено скошенное, вот. Их тоже перевозили вот таким путем в горах, на волокушах. Обычно говорят, мастахордена, то есть сколько ты этих самых волокуш зерна. Да, у меня где-то, например, иттахорду, приттахорду, тахор олсунах. Да, дзусай, олса, дзу. Корень это очень старый, древний корень. Это название может быть очень древнее. Вот. Поэтому сейчас, вот, исходя из современных наших знаний языка, это сложно предположить, но зу у нас это корень, значит, нечто острое, росток, зародыш идет, например, заилик, зу, ежик, золук. Это оса, которая жалит, которая есть колючка. Зе, зу, зе, это корень идет как потомство, семя, зародыш. Например, сейчас, кстати, это не знают. У нас сейчас говорят так: мозиш зирхтеса олкве, когда они откладывают яички свои. Вот. Но у нас, например, старики, вот Ламчах я несколько раз встречал, когда разговаривали, то есть буквально, если женщина, она в положении в начальный период, это тоже говорит зирхтес, то есть она уже носит семя Бога. Здесь, может быть, этот корень идет от того, что колючки, колючие кустарники. У нас много таких названий, да? Может быть, там очень много колючек. Но Дзумса, Сохилла, там одна сторона, она очень лесистая, вот. Другая сторона оголенная. Может быть, связано с этим. Зуса. Ну, зу у нас ежик. Зуса может быть угол или территория ежей, тоже может быть. Ни разу. Например, нагайцы. Ну, нагайцы было как? Это большое, очень крупное государственное образование татаро-монгольское. Был хан Нагай.
И от его имени пошло. У нас такого я не слышал. Хотя некоторые придумают, что вот Нихлой от Ниха, Чинхой от Чинха. Но нету такого. Ни Ниха имя, ни Чинха имени нету. Нихал это буквально нижний. Кстати, Михлаха, отдельно Тейптуинс, они, кстати, входят в шатойский, шотой волосарчих. Но они выходцы из более верхних этнографических групп. И из Зумса, и из Чинха, из Чанта, и Дышны оттуда выходцы. А жители Нихла, в свою очередь, они тоже уходили вниз. Они вливались, может, в другие общества, или Хаккой, Варандой, или в другие ваши. Поэтому там Нихла есть, например, сейчас они фамилии, которые пошли от выходца из Гутер, Гухой, Чинхер. Они сами вспоминают. Но они себя, естественно, это Тейпан Нихлой, они отдельно. Или вот как появилась сейчас мода, вот Тейпан Милач, Гучингилу. Но Гучунгкал – это одно из селений Чинха. Если Гучунгкал тейп, то тогда Чинх получается тейпы такие Гучунгкалой, Данкалой, Точкалой, Денкалой, Ушкалой. И ты пошел уже, Солнкалой, боже. Это получается все тейпы. Нет, это по имени человека, который основал вот этот населенный пункт. Башенкалой. Но сокращенно они называют Гучинги, Башенги. Если они сейчас объявили тейпом, завтра, послезавтра Мусткалой, они скажут, мы тоже отдельно тейп. Но пока сейчас Мусткалой это как отселок считается Гучикалдой. Это тоже имя было. Вот населенные пункты, именно вот это как хутора, вот они возникали по имени человека. А тейповой территории по названию человека нет. Первопредка. Но эта мода была, как вот Карплис Хавреба в древности, они как-то старались возводить себя как библейским вот этим героям, от них по происхождению, там легендарный предок какой-то Таргамас или еще кто-то был. Вот. Я вот насколько интересовался, я не нашел. Вот. Там здесь интересно вот такой момент. Например, вот из своей практики. Был такой австриец, который попал в плен к русским во время Первой мировой войны. Он попал на территорию Чечни. Провел он несколько лет в Чечне. Путешествовал по горам, собирал материалы. И когда вернулся обратно, он в 1927 году издал книгу. Очень большую книгу. Кстати, очень интересная книга «Чечня». Дей Чечен, по-моему. Бруно Плечки. И вот Бруно Плечки он называет майстер, он побывал в этих отдаленных местах, майстер, и он называет вот этот комплекс Цейнпайда, он называет его, не Цейнпайда, он называет селение Пога, Туга, Пога, Цикал и Васеркел. Васеркел. То есть это название, он понял, Вассер, это по-немецки, по-моему, вода. Вот. Потом уже исследователи, как их Бруно Плечки называли, вот Вассеркел, в конце концов, некоторые начали называть Фараскал. Кстати, когда я отчет делал моих исследований, я обмер в 90-м году, вот работал на этом комплексе, вот, я тоже написал, как и все. Потом разговаривал с чабанами, там, значит, были старики. Ну, старики как? Они где-то 30-го года рождения, майстер. Вот. Шамилли, у меня где-то записано, и второе, Хирбасюш, да, Гештуэрсон, появился. Вот я у них расспрашивал название. Вот я когда сказал Вассеркел, они рассмеялся, этот Шамиль. Потом я говорю, вот Фаранскали, нет, лицо, да. И вот я у него, представь себе, по-моему, где-то час я сидел, чтобы он говорил, чтобы уловить, как это название произносится. Фадуй, он говорит, нет, фадацигав. Вадацигав. Муда, уарскал. Этот звук сейчас у нас, когда в советское время, особенно когда ввели кириллицу,
у нас очень сильно изменилась фонетика чеченского языка. Потому что, когда была латиница, еще сохранились вот эти звуки уа, уа. Вот. Эти звуки они заменили чистыми буквами А, В. Вот это. Хотя у нас, например, как пишут еще в XIX веке, было, говорят, полугласное У, которое звучало и как У, и как Уа, Уа звук. Вот. В конечном итоге у него я записал, и потом вот этот Пога в селении, там пас овец, другой старик, он тоже на лошади приехал к нам, вот, и его уже независимо друг от друга. Название этого комплекса Уэрскал. Скорее всего, там в основе лежит Арс, лесистый хребет, острый выступ горы. Он действительно находится на остром выступе, и одна сторона у него заросшая лесом, вторая сторона у него голая. Арскал. То есть это укрепление на хребте. Кал – это укрепление. Кал – покрыть, закрыть. Холкал – накрыть крышей. Колвел – колвел мау, то есть когда пасмурно. Кэли нетахан – небо закрытое. Это старое чеченское, ингушское, войнарское слово. Корень это. И когда говорят, что, например, итокал, и сейчас обычно итумкали или итонка, ито. Притяжательность в форме, это было ито, а притяжательной форме итонкал. Это селение, укрепление ито. Итокал, ушкал, данкал, денкал, нусткал, соункал. Они все, в основном это накал в Аргунском ущелье. И частично идут в Галанчорском районе. Мизеркали, вот такой тема, Итеркали. Потом интересно еще вот некоторые я встречаю, например, со словом мизер-музор. Ну, Моцар, селение Моцар. Моцар. Музор. Рыло, выступ. Кстати, есть селение такое недалеко от Никар, Перла, и есть Галанчоги. И эти оба селения находятся на отроге горы, которые как напоминают как бы морда рыла животного. Вот. Вот. И начинают, а что такое мизер? И начинают фантазировать. Музор, мизер, мазар. А дело в том, что на акинском диалекте, и это записано еще в начале 20 века, то же самое, что муцур – это мизер-музур. Мазар – это рыло, выступ, морда. Это записано у нашего населения. Вот когда ты стараешься этимологию дать, ты подними литературу и прочитай эти слова. А не надо выдумывать новое что-то. Да? Вот, например, появляется, что вот нахч слово – это чуть ли не внутреннее, какое-то рождение, какое-то, я сейчас не помню, как-то где-то я слышал это. Вот. Но такого слова нет. Говорят, оно было распространено до выселения. Но когда выселение мы вернулись, многие наши писатели, грамотные люди, которые работали учителями, они живыми вернулись. Но ни один из них это слово никогда не упоминает и не пишет, ни в одном словаре. Мацей умер только в 70-е годы, который создавал этот словарь. Нет такого слова. Мухаммад Мусаев, вот я его знал, он Русмартанского района был, писатель, в основном детский он писал. Никто из них эти слова не применял. Ахмад Сулейманов, никто об этом не писал. Или, например, появляется где-то, что вот чеченское слово, где-то я прочитал невры. Я специально поднял вот все эти словари, поднял дореволюционные, то, что записывали там и немцы, и русские, составляли словари чеченского языка, чеченско-ингушского языка. Неври, север я нигде не нашел. Но дело в том, что в диалектах это слово встречается, похожее слово, какое?
Например, ня – это шкура крупнорогатого скота. В чеченском литературном это ня. А, например, в диалектах это ня, н. После н идет на. Это слово похоже на слово «дверь» у нас. Ня. А Мироев предполагал, что название «дверь» появилось от того, что раньше вот этот проход завешивали шкурой крупного рогатого скота. Ну, может быть. Но дело в том, что у нас в диалектах встречается выражение такое же, как «нигиеха», встречается выражение «найри». Кстати, это слово я когда смотрел, это Кадагидзе, отца и сына, словарь баскского языка. По-моему, там тоже это слово есть. Найри – это буквально к выходу, к наружу. Поэтому вполне возможно название селения Наур-Нюри. Это древнее, которое название, когда дали, это Найри, это буквально к наружу. Это к выходу. То есть это там из Чечни, это у внешних границ, которые находятся. Может быть такое. Просто надо это смотреть. Не надо просто высасывать из пальца. Надо смотреть, изучить словари, которые есть, изучить записи, которые есть. Кстати, здесь и в интернете я много смотрел, там и немцы, и другие в 19 веке словари. Там нету таких слов. У нас была возможность, когда мы вернулись из Казахстана, я тот раз говорил, что были живы старики, просто с университета делать экспедиции и записывать слова, названия растений, названия цветов, названия животных. Очень много лексики сохранилось. Но это специально не делали, потому что в то время было указание вот, диалектология не изучать, и вот эти экспедиции не делали. Арсаханов взялся, взялся Арсаханов за это дело, а потом, видимо, ему сказали, хватит. Арсаханов там он пишет в видении, что он собирается продолжать эту работу, что эту работу необходимо продолжить, потому что диалектология – это основа любого языка. Любой язык, он состоит из диалектов, потому что люди в древности, они не имели таких тесных контактов, как сейчас. Даже соседние селения в ущелье, в горах, вот, у них могли быть различия и фонетические, и в этих разных названиях. Вот такие идут самые мысли, когда вот начинаешь вспоминать, думать о том, что сейчас пишут. И сейчас очень легко, кажется, история. Вот взяли, они не изучая то, что до сих пор было исследование, они начинают знать. Вот как на днях кто-то меня спрашивал, я посмотрел. По-моему, ты мне прислал, да, какую-то хронологию? Хронологию, что в 220 году или каком-то году гунны напали на территорию Чечено-Ингушетии. Чечено-Ингушетии. Вот здесь просто тоже интересно, о каких гуннах идет речь. Сами гунны-атилы, они, как они пишут еще, хунну, они появились в IV веке. А тем в IV веке они прошли по Нижнему Поволжью, по Донью, в Северном Приазовье и в Северном Причерноморье и ушли в Европу. Никаких сведений ни в одном источнике, это специалисты, которые изучали гуннов, нет, что они поворачивали к югу или они куда-то отклонялись. Наоборот, они за собой увлекли кочевников, которые были вот в северокавказских степях, поволжских и придонских степях. Они увлекли с собой в походы туда. Это в IV веке. А во II веке, чтобы гунны были, таких данных нет. Ну, правда, высказывания были такие, что вот Клавдий Птоломей жил он во II веке, и он говорит, что вот поход гуннов был. И вот здесь надо, интересно, это уже отмечались и в начале 20 века некоторые исследователи этих источников, но не отмечали. Вот.
Прежде чем ты начинаешь анализировать и ссылаться на источник, ты должен знать историю этого источника. Клавдий Птолемей жил, этот автор, во II веке, действительно. Но его география, она в Европу пришла уже где-то в XI, XII или XIII веках. И она была на арабском языке. Ее перевели уже на латинский язык. Понимаешь, что было? Оригинала нет. Это произведение Клавдия Птолемея неоднократно переписывалось на протяжении этих где-то 1000 лет. И в основном на арабском языке. В Европе они не знали. И вот уже где-то, я сейчас точно не помню, но это уже после, по-моему, период татаро-монгол или после татаро-монгола она в Европу попала. Вот период этот 10, 11, 12, 13 века. И вот что интересно. В типографии, когда книгу издали, после издания там ничего правку не сделать. А те переписчики, которые переписывали, например, через 100 лет, через 200 лет, например, Клавдий Птолемей пишет одно, а он знает некоторую другую информацию. И он считает своим долгом немного корректировать. То есть эта корректировка, естественно, была. Поэтому вот эта работа Клавдия Птолемея, ее нельзя считать, что вся эта работа, она написана Клавдием Птолемеем. Там очень много поздних ставок. Кстати, один из первых, кто это отметил, это Фридрих Энгельс. Когда он был молодой, он написал труд про германским племенам. И он среди других источников использовал источник вот этого Клавдия Птолемея. Кстати, у Клавдия Птолемея очень много германских племенов. Вот. И Фридрих Энгельс пишет, что эти сведения не Клавдия Птолемея, потому что Клавдий Птолемей жил во II веке. А сведения, которые есть в этом труде, который называют трудом Клавдия Птолемея, информация, относящаяся к V-VI веку нашей эры и позднее. Вот перекрестное сопоставление приводит к тому, что это не Клавдий Птолемей. Поэтому, когда говорят вот о гуннах, здесь тоже очень интересный момент. Надо очень осторожно относиться. Надо найти источники того времени, где говорится об этом. Но ни в одном источнике II века о гуннах не говорится. Ни в одном другом источнике нет. Далее, очень интересная такая работа. Например, в 30-е годы. В 30-е годы, по-моему, Ковалевский. Он взял анализ данных Птолемея в связи с Кавказской Албанией. Он взял персидские источники, арабские источники, все сравнил. И он пишет, что те данные, которые приводит Клавдий Птолемей, в работе Клавдия Птолемея, они не связаны с самим Клавдием Птолемеем. Потому что эти сведения об этих городах Албании, там столица Албании, они относятся к V, VI, VII веку. То есть это поздние ставки. Поэтому, когда говорят гунны и ссылаются на Птолемея, что они во II веке были уже на Кавказе, это несерьезно. Хотя Клавдий Птолемей не говорит, что они были на Кавказе. Клавдий Птолемей, они пишут, что они проходили по Подонью, во-первых. Во-вторых, есть сведения в армянских источниках и некоторых восточных о хонах на Кавказе. Но ряд исследователей, они считают, что эти хоны и хунны, Атилы – это только звуковое созвучие этих имен, совпадение, что это не одни и те же племена скрывались под ними. Хоны могли быть местные кавказские племена. Кстати, Волкова считала, что хоны – это верхняя, там южная часть Чеченной Ингушетии и Северной Грузии, территория. Вот где-то вот такого типа она считала. Потому что там в одном из источников сказано, что, например, река Аргун, истоки ее верхние, что они на река Хонов. Поэтому от того, что на Кавказе имя Хонов говорит, что это гунны, пришедшие из Азии, вот это пока слишком фантастичное предположение. Вот. И такие выводы тоже скороспелые нельзя делать. Надо посмотреть авторов, специалистов, которые посвятили вот этой теме многие годы, работали над ними, и посмотреть, как они это объясняют. Так что вот эти...
Нет, археологически этого нет. Там, например, вот интересно здесь, сейчас очень модно говорить, что вот, например, территория Чечни входила в хазарский каганат. И они проводят границы чуть ли не по этой линии Бачи-Юрт, Чешки, там, знаешь, Шалажи, по Черным горам. Но материалы раскопок, пусть они даже не такие массовые были, но раскопки велись на территории Чечни, Ингушетии, Дагестана. Вот. На территории Дагестана, равнинной части, это между Тереком и Сулаком, это Приморский Дагестан. Там изучено несколько могильников раннесредневековых. Вот. В этих могильниках выявлен довольно обширный материал, который связывается с хазарами, с северными кочевниками. Но в основном это предметы, или элементы, которые не могут быть показателями этнической принадлежности. В основном это предметы вооружения, украшения. И как пишут ученые, они говорят, сам обряд и формы могильных сооружений, они соответствуют более древним периодам. То есть они такие же, как у местного населения, были предшествующие периоды. Вот. И они предположили, да, по этим материалам можно предположить, что проникновению каких-то групп людей, степных, на эту территорию было, вот. Влияние какой-то степной культуры было. Вот. Скорее всего, это население не собственно хазарское, а местное население, которое было под влиянием. Но это, естественно, это должно быть, потому что шли хазаро-арабские войны, хазары воевали с персиями, потом с арабами, и Дербентский проход. Естественно, там войска проходили, в отличие от Чечни, которая находится в стороне и закрыта этими хребтами. Здесь ситуация совсем другая. На территории Чечни и Ингушетии вот этих материалов хазарских не найдено до сих пор. Если я об этом не знаю, может быть, если кто знает, что есть материалы, вот мне было бы интересно, и я был бы благодарен, если бы кто-то сказал, что вот были раскопки, найден такой-такой. Так что вот это... Единственное, что ссылается, вот город Семендер находился на территории Чечни, это шелковозаводское городище. Но шелковозаводское городище, скорее всего, это в 16 веке строили как какую-то заставу какую-то. Построили, но там никто не жил, потому что, я помню, это была статья у Виноградова, вот. Виноградов со своими учениками, он исследовал это, и он сказал, что там вообще нет культурного слоя. То есть там никто не жил, и никто там до долгого времени не задерживался. И сама территория это очень маленькая. Вот. Не мог быть столица хазарского каганата на границе этого хазарского каганата. Хазарский каганат имел влияние, особенно в период своего расцвета, на окружающие, особенно народы, которые жили в горах Северного Кавказа, предгорьях. Вот. Но территория эта не входила в сферу влияния прямую хазар. Вот. Единственное, что они контролировали, это, скорее всего, контролировали вот этот путь на Дербентский проход, вот, где войска их проходили, наделали набеги. Вот. Поэтому надо быть осторожным, надо это, учитывать все за и против. Вот. Естественно, каждый исследователь, у него есть какая-то доля субъективизма, но все равно надо стремиться как-то привлекать побольше источников, да, данные разных научных дисциплин. Вот так это делается выводы. Вот. А там какая-то легенда, кто-то сказал, или какой-то там легенду записал. Ну, легенды, да, легенды можно использовать. Но легенды могут быть только как дополнительный материал. Даже не второстепенный, а более отдаленный материал конкретным фактам. Особенно археологические данные, они четкий показатель. Потому что малейшее перемещение более-менее крупных групп населения, вот, археология она фиксирует. Потому что люди, когда переселялись, вот, у них были свои традиции, свои обычаи, свои эти самые идеологии.
И все их предметы, они были подчинены этому, и орнаменты, и украшения, и формы посудов, и украшения посуды. Вот. И они, когда переселялись на новую территорию, они какой-то период времени пользовались своими предметами. Вот. В этом люди в древности были очень консервативны. Но не может быть, чтобы огромная масса кочевников пришла на какую-то территорию и сразу перешла на местные материалы. И самое главное, перед приходом, если они пришли, они же должны быть материалы свои выкинуть. Вот. Тогда получается, что до прихода на эту территорию они где-то за териком бросили все свои кувшины, посуду, украшения, все свои предметы и пришли на эту территорию, заказали у местных там изделия. Но это в грубой форме вот такое. Это не серьезно такие вещи предполагать. И потом, когда говорят вот на население, этот самый, вот там приходили кочевники, все такое. Получается, значит, у всех в развитии историческом была какая-то закономерность, а горцы Кавказа почему-то противоречили эти закономерности. Они не размножались, они вымирали, рождаемости у них не было, и они сидели в этих горах, хотя у них буквально 5-10 километров, там рядом вниз земля. И они не переселялись на протяжении тысячелетий. Ждали, пока придут русские, захватят, и вот как этот Лаудаев написал, и некоторые историки, вот по их разрешению они переселялись, потому что по этим предгорным равнинам бродили толпы кочевников. Но кочевники не лезли в это. Кочевники могли проникнуть на территорию Дагестана открытую, на территорию Кабардино-Балкарии, где не было таких преград. Но территория Чечни и Ингушетии закрыта 2 хребтами, и кочевниками лезть на эту территорию, и, кстати, эта территория покрыта густыми лесами и болотистая. Даже возьми в 18 веке болото, например, Дубровин описывает, когда эта кавалерия Апраксина была разгромлена в районе современного Кизил-Юртовского, Хасавюртовского района. Он пишет, что остатки кавалерии Апраксина чеченцы потопили в притеречных болотах. То есть были болота в то время. Например, когда мы с Казахстана приехали по Ханкальской дороге, когда ехали в Аргун, там были болотистые места. Сейчас у нас вот в Грозно, например, район, когда едешь в аэропорт, вот с левой стороны, там это была ветлечебница, там еще что-то было территория. Эти территории тоже были до последнего времени болотистыми. А вот представь себе в то время, когда до Кавказской войны, во время Кавказской войны только леса вырубили. А вот 13, 14, 15, 16 век это же леса были. И в раннем Средневековье это были леса. И люди среди этого леса, они выкорчевывали и вырубали себе, значит, небольшие поляны. И использовали их, там выращивали, сажали зерно, там продукцию земледелия выращивали. И вот здесь огромное полчища кочевников. Но здесь еще учтите так, например, кочевники, как мы знаем, если они отправляются в поход, у каждого у него лошадь. И кроме того, идут лошади с грузом, там и провизия, все. И для них нужен корм. Этот корм они с собой не возили. И вот в лесистых местах, представляете, большие отряды, вот эти кочевники. Здесь непонятно, ради чего они туда идут. Кочевники, они идут на территорию, где много пастбищ, где много выпасать можно свой скот. Но лезть на территорию в лесистую, в болото, здесь непонятны причины. Если бы там были крупные города, которые можно было ограбить и захватить богатства какие-то. Нет, там жили люди, которые производили только сельское хозяйство, пасли скот. У них не было предметов роскоши. Из древнейших времен так было. И это население, оно постоянно переселялось, и они искали новые площади, где жить, где найти себе пропитание. Просто вот в горах, вот я каждый год
был в горах, и вот там, значит, вот там 100-тысячное войско. 100-тысячное войско через горы могло один раз куда-то прорваться. Ну, чтобы это войско в течение нескольких недель в горах воевало, все, слушай, ну там ближайшие несколько эти ущелья возьми реки, они не обеспечат даже корм для твоих лошадей для этого. Невозможно это, понимаешь, там в этих теснинах найти прокорм. И вот когда говорят, что там сотни тысяч, они передвигались по этим ущельям, ну, военно-грузинская дорога возьми. Она прорублена уже после того, как был подписан Георгиевский трактат, чтобы по нему могли передвигаться там эти самые. Вот. Более в древнее время там это довольно широкая тропа, вот, там пропускная возможность была не очень сильная. Даже там трудно пройти. А если взять другие перевалы, так это огромные войска, ну, небольшие группы могли передвигаться. И кормиться они могли. Но огромное количество с лошадьми, там, с обозами, с этим пройти, это они могли угробить армию. Ну, возьми вон это самое, хваленый этот переход Суворова через Альпы. Это только на короткий период, чтобы прорваться куда-то. Но для этого должна быть большая причина, что будет очень хороший барыш, если это самое пройдет. Эти схемы, вот эти, показать, я просто у меня, вот как я с конца 80-х годов вот и записывал, делали карты, схемы, делал вот это. Вот когда ты видишь, вот тогда ты совсем по-другому воспринимаешь вот эту территорию. И просто надо на месте быть, на месте ходить, смотреть и исследовать эти места. А так выводы, например, со мной спорили некоторые, вот ты вот со мной, ты мне так говоришь, а я сам там родился, я там жил в горах где-то. Я хорошо, ты родился, ты лучше меня знаешь, да. Вот там эта башня стоит. Сколько балкончики, машикули, сколько у них этих самых камней, антрасоли, которые держат этот балкончик. А я не смотрел. А какая форма этих оконного проема и верхний этаж? Как форма какая? Не знаю. То есть то он живет, но он не смотрит эту башню. Как она что? Если башни сейчас по фотографиям, я уже много забыл, можно отличить башни, например, Мелхисты, башни Майсты, башни, например, Эрла и башни Итумкалинской котловины. Просто посмотреть, и ты сразу скажешь, что это какое ущелье. Даже, например, башня Итумкале, Дёре, Тазбичи селение. На правом берегу реки Дёре-Эхк и на левом берегу Дёре-Эхк. Они совершенно разные по некоторым архитектурным деталям. Почему? Потому что это диктовалось еще используемым камнем. Из какого камня ты делаешь это? Понимаешь? Майста, а башни совсем другие, они отличаются. Например, Мелхиста. Башни, в принципе, однотипные, но башня Икалч, вот замок там, вот эта боевая башня, она отличается от других башен. У нее машикули уже, по-моему, на 3 или 4 консолях. Хотя остальные все на 2 консолях стоят. То есть это полностью надо это самое исследовать, смотреть. После этого уже какие-то выводы делать и говорить об этом. Кроме того, вот эти башни там в 19-18 веке, башни в 18 веке не строились. Башни последние, которые известно ремонтировалась в Чечне, это башня селения Хайбов. Ее в 18 веке все-таки они ремонтировали, поэтому они, вот эти некоторые камни из других башен вставлены в стену с петроглифами после землетрясения. А так уже после 18 века землетрясения многие башни не ремонтировались. Землетрясение было очень мощным в то время. Вот, и многие башни были разрушены. Вот такой Керем. Как
Дело в том, что люди, понимаешь, чеченцы сейчас в каком положении? В принципе, сейчас ситуация такая, что как бы единого какого-то чеченского народа, в принципе, так это трудно сказать. Есть чеченцы, но как народ они сейчас очень в тяжелом психологическом состоянии. Поэтому, когда в таком подавленном состоянии молодежь, которая оторвалась от прошлого и ничего нового, они хотят кичиться какими-то своими предками. Им хочется какие-то, знаешь, героизировать свое прошлое. Им не нужны простые тейпы, им нужны именно такие странные названия какие-то. Да? Это очень просто, по месту жительства. Гуной – это те, которые живут на Гуте Ашпеш. Шотой, ну здесь вот я это говорил в тот раз, вот некоторые говорят, что Шотой, Шота, название от Шу, а тогда, говорит, должно было быть окончание Т, суффикс. Да, это когда название нарицательное, осенгует, шут, вьет. Но когда это название становится собственным, вот эти звуки, они меняются. Шут, шотой, шут, шотой, шотой. Это уходит, понимаешь, когда разговаривают. Когда это совсем другие законы, когда название нарицательно становится названием собственным. Существительным. Уже идет изменение. Это языковеды должны это знать. Я-то не языковед, но я знаю, когда стариков у них спрашивал название, вот, и они это объясняли. Поэтому стараются как-то... Вот неинтересно им вот простое название. Вот понимаешь, оказывается, название тейпа произошло от простого там этого самого ориентира географического. А вот когда героическое что-то такое, вот, какой-то предок или еще кто-то, вот тогда уже интереснее, более фантастично. Конечно, как вот сейчас в униженном состоянии, ты затурканный, ты не имеешь ничего, никаких прав, у тебя нет ни земли, ничего, ты 95-й регион, и вот тут ты хочешь, чтобы вот обязательно мои предки должны быть, произойти от Ноя. Мы потомки Ноя. Я хочу быть потомком Ноя. Ну, ты можешь быть потомком Ноя, но ты сам-то ты кто? Не надо стремиться апеллировать к своим предкам, как вот какие чеченцы раньше. Ну, были они раньше. Я когда в музее, я помню, в 81 году, в 82-м, мне сказали, что там дедушка какой-то пришел, он по-русски плохо говорит, я вышел, и там откуда-то с Грозненского района человек, ну, под 70 лет вот так вот был. Ну, для меня взрослый, потому что он 2 раза старше меня, больше, чем 2 раза. Вот. И вот я в музей водил, он расспрашивал, говорил, и особенно подробно у него было Албек Хаджи Умаддуи, вот это восстание 1877-78, в музее висела фотография этих арестантов, которых после приговора в кандалах они, вот, которых там часть повесить приговорили, часть каторги. Вот. И вот он этот самый, все, очень, очень долго он слушал, часа 2 он вопросы задавал, и потом он говорит: Руслан, я говорю, ты знаешь, он говорит, все-таки когда-то были у нас, говорит, мужчины и были гордые люди. Каждый, кто, говорит, имел честь и, говорит, свою гордость, их уничтожили. И остались такие, как мы с тобой. Я лишний раз, так что вот так. И поэтому сидишь, сиди, но не надо гордиться предки. Вот у меня предки. Ну и что были предки? Сейчас-то нет предков. Сейчас ты живешь. Это ты должен... А кто ты такой? Поэтому надо не придумывать историю, а историю, которая есть. Вот даже, тем более все они считают, что они очень богобоязные люди, но должны знать, что дал халха даже из-за мелочи нельзя обманывать или придумывать что-то. Это ладу и хатмадезина. Ты должен быть достаточно гордиться той историей, которую тебе всего Всевышний дал. Маленькая она, большая она.
И нельзя искусственно ее стараться как-то преувеличить. Вот мои предки от Ноя произошли. Вот. Или еще от кого-то. Вот наши предки были такие. Но предки были. Они свою жизнь прожили, как чеченцы. Или как война. Как ингуши. Мила? Угу. Дело в том, что тоже элбо, что дождь у нас в языке, оно имеет смысл не тот, который помыкает другими, а элла – это свободный человек. Элсан эзду, потому что этот человек, он независимый. И вот когда вот наш тейп был такой, наш был тейп, и тут же начинает рассуждать о том, что вот чеченцы, они любили приглашать князей из Кабарды, из Дагестана. Да не любили, никогда не приглашали они. Ну, не приглашали они, ну. Особенно если исследовать. Ну, возьми ты сборники, которые Кушева выпустила, там у него кабардинско-русские отношения, дагестанско-русские отношения, русско-чеченские отношения. Ну, возьми это письмо, которое казаки написали от имени Шихмурзы, и возьми письма обращения этих кабардинских князей. Там нет ни слова о приглашении. Там, наоборот, говорится так. Шихмурза, что он пишет? Я выполняю вашу волю, они ему дали этих казаков с Астрахани. Кстати, интересно, вот казаки с 15-16 века жили на Тереке. А где документы? А документы не сохранились. Подожди. Документы о том, что Иван Грозный подарил Темрюку на Теречный район современной Чечни по Тереку до Кизляра, сохранилось. Что он женился на его дочери, тоже сохранились. О том, он как их платил и сколько шуб он дарил, сохранились. О казаках не сохранилось. И когда Темрюк говорит, что ему подарил Иван Грозный, он говорит, ну местный мне не подчиняется. И астраханский воевода посылает ему казаков. И когда этот самый крымский хан, он сообщает это московскому Кагану, мол, это что такое, почему казаки появились там на Тереке. Вот. И Иван Грозный, он пишет, я об этом не знаю. Это Темрюк, его холопы не слушаются. Он попросил астраханского воевода, и он послал казаков. А зачем посылать казаков с Астрахани, если на Тереке есть казаки? Если бы они были бы на Тереке, не надо было с Астрахани их приглашать. Но их на Тереке не было. Их прислали с Астрахани. И этих казаков подчинили кому? Какому-то авантюристу. Шихмурза, его отец там Ушурма за какую-то плату пошли. И Ушурма, и этот Шихмурза с этими казаками сжигал местные аулы, дагестанские, чеченские. Для чего? Для того, чтобы они приняли князей. Владетелей других, которые симпатизируют или которые подчиняются Москве. Понимаешь, что ли? Дальше кабардинский князь, что он пишет? По вашему повелению я сжигал мечкийские, там вот эти, он перечисляет шибутские аулы, чтобы они приняли князья уварских людей, то есть уварских, понимаете, как аварских. То есть по заданию Москвы кабардинский князь сжигает чеченские аулы и говорит, примите князем такого-то. Это номинально. Вы там немного ему будете давать, но он будет как бы считаться как бы вашим князем. Там нигде не пишется, что чеченцы обратились, например, к этому Кагану, этому Ивану или Кагану еще кому-то с просьбой прислать князя. У нас привычка, у нас обычай такой приглашать. Нету таких документов. Но документы о том, что сжигали чеченские аулы и туда присылали вот этих, насильно заставляли принять, вот это есть. Или тот же этот самый документ про казаков нету, про этот князь, этот Турлов. Вот это про Турлова, здесь, видимо, не смешаны разные версии, но почему-то они считают, что они из Гумбета, и вот у них происхождение от какого-то Турлал или какого-то от этого имени.
Но почему-то русская власть, этот Турлов служит России, но почему-то русская власть запрещает ему посещать Гумбет. Ну, слушай, наоборот, они ему будут говорить: давай езжай в Гумбет, агитируй, старайся, чтобы они подданство приняли. И вот этот Турлов, он в 18 веке, он несколько раз обращается к русским властям. Я боюсь, дайте мне переселиться со своими людьми на Терскую линию. Ему не разрешают. Я уже свое сделал, я вам отслужил. Разрешите мне переселиться под Моздокскую. Я сейчас дословно не помню этот документ. Это же документы же есть такие. Или тот же Бекович Черкасский. Просил, а он полковник русской армии. И в конечном итоге он говорит: я боюсь, что меня убьют. Ему разрешили на Терек переселиться, и вот он там поселился, там был чеченский аул, этот чеченский аул подарили Бековичу, Бекович, значит, там стал владеть, и название селения перешло на это самое, Девлетгирей его звали. Здесь вот некоторые спорили: вот там Толстов, не Толстов. Ну, во-первых, какая разница, что он Толстов, полковник, командир русского полка во время Первой мировой войны, который сжег это селение. Или Толстой, писатель русский. Но ему это Толстой, когда там был, он не был писателем, он был артиллеристом, который воевал против чеченцев. И сейчас чеченцы называют это селение, опять же, по имени русского полковника Давлетгирея Бековича Черкасского. Бекович Черкасский – потомки Темрюка. А с какой целью? Вот, например, памятник стоит в этом Нальчике, там, добровольное вхождение. Но добровольное вхождение-то сделал Темрюк, а не кабардинцы. В Большой Кабарде правили кабардинские князья. Эти кабардинские князья были в близких отношениях с крымским ханом и в родственных связях. Темрюк обиженный, он говорит, на вторых-третьих ролях. И вот Темрюк, он, значит, обращается, просит ему, оплата ему нужна. Ему предлагают: давай подданство Москвы ты принимаешь. Вот. И за это ему дарят полностью правый и левый берег Тереков, чуть ли не до Кизляра, который, кстати, в то время в Москве не относится. Москва только что захватила Астраханское ханство. То есть это разборки между этими каганатами: московский, тюркский, это самый казанский, астраханский. И по разрешению главного кагана крымского, московский каган захватил вот эти два каганата, или как их можно, и каганаты, и ханство. Вот. И он дарит эти земли. Для чего? Потому что крымский хан запретил присоединять территорию Кавказа и здесь вести военные действия. Темрюку дает, Темрюк якобы обращается, что местное население подчиняется, и астраханский воевода посылает ему казаков, чтобы заставлять поселять. Ему дано задание постараться поселять туда людей, которые будут преданы и тебе, и Москве. И вот он туда поселение берет там из разных выходцев, и из Чечни, из Дагестана, из Кабарды, вот, и устраивает тех, которые приняли христианство, стали казаками. Но самая главная его цель – это захватить главенство в Кабарде. И ему присылают казаков-стрельцов, и он в течение нескольких лет вырезал полностью всю эту фамилию кабардинских князей, которые были сторонниками крымского хана. Это, по-моему, сейчас я точно не помню, Коноковый, по-моему. Вот Темрюк их вырезал. А за это Темрюк, значит, его сын принял христианство, Бекович Черкасский, его племянник, он тоже принял христианство, то он стал конюшем, по-моему, Хасбулат, который Руслан Хасбулатов заявил, что он его предок. Вот. И в конечном итоге, когда Коноковых уничтожил, там кто-то, оставшийся в живых, чтобы остаться в живых, тоже принял христианство, и они уже служили уже в Москве и постепенно ассимилировались, ушли. Вот это вся этот сам трюк. Ну не надо же говорить, что вот добровольное вхождение, там умные политики, все.
Темрюк, он хотел своего, он своего добился. Он погубил свою дочь 16-летнюю, выдал замуж за этого Ивана Грозного, только чтобы ему помогали и дали условия. Вот. А Иван Грозный, он очень хитрую политику перед Крымским ханом. Так как мой тесть. Он попросил, ну как же отказать? Я ж туда не лезу. Это он, и он добровольцев набирает. Как вот добровольцы шли в это самое, в Украину. Там добровольцы пошли, мы не имеем отношения. И астраханский воевода тоже не виноват, потому что они попросили, кто придет вот, мне помочь укрепиться на этой земле. Вот эти князья как бы. И вот любой возьмет. Вот, и даже сейчас некоторые уже система пошла. Вот чеченцы имели привычку, они очень любили привычку. Дело в том, что когда историю искажает ее, преувеличивает народ, который имеет свое государство крупное, это одно. Но когда маленький народ, который находится на грани исчезновения, который потерял свой язык, который уже очень сильно изменился менталитет, они полностью уже перестали быть уже как единым народом. И вот когда начинают искажения вот эти, что они принимали, и действительно верят, да, мы принимали князей, да, мы всегда стремились восстать в составе России, которая была крепостническим государством. Да, ты о чем говоришь? А вот Шамиль был предатель. А почему же? А вот раз Шамиль был предатель, значит, эта война была не за независимость, этот предатель их обманул. Вот вся система. И вот в этом случае вместо того, чтобы защитить свою историю, стараются придумать себе славных предков. Дуба и Саада, наибы Шамиля перешли на сторону русских, они несколько лет с оружием в руках воевали, сжигали чеченские аулы. Но их предателем никто не называет. Их, наоборот, стараются писать, что вот они такие, они голубая кровь, там, этот, как его был, Орца, Чермой и все. Такая система. Вот такие дела. Дело в том, что Шамиль не сам пришел, захватил власть. Шамиля, когда его разгромили Потахолька, чеченцы сами предложили ему, чтобы он возглавил это движение. Чеченцы предложили. И его на съезде чеченского народа избрали имамом. И когда его избрали имамом, он был наибом, то есть имамом Чечни. Вот он начал действовать. А потом уже там изменения какие-то идут. Понимаешь? Ну, естественно, любой, кто поставит, там родственников будет привлекать или более надежно. Но он-то служил идее независимости. И пока он служил этой идее, люди были за него и шли. И естественно, что в конце 50-х отошли уже, основная причина, уже полностью истощены, потому что государство российское – это огромная империя с огромными резервами, ресурсами. Естественно, у такого небольшого количества населения Кавказа Северного, у них таких сил не было на многолетнюю войну. И так они много лет воевали. И вынужденно была остановлена война. Но в этой ситуации, естественно, ходят люди, которые стараются получить какие-то дивиденды. Они переходили на эту сторону, они помогали уничтожать своих соплеменников. Вот, и за это получали благодарность земли, отобранной у их соплеменников. Их старались поставить элиты. Но тут крепостное право было отменено. Вот коротко, что я хотел сказать. И они верой и правдой служили этой власти. И когда советская власть пришла, а они-то служили старой власти, вот потомки их как раз стали против большевиков. Ну вот Нажмудин Гацинский, который разбойник, бандит, который был убит. Вот. Нажмудин Гацинский был предан Российской империи до конца. И вот когда большевики пришли, вот тогда он выступил против большевиков. А так его выступление, например, в 17 году, он требует, если чеченец, дагестанец, если он совершит преступление по отношению к русскому,
ему наказание давать в 2 раза больше, чем если бы преступление совершил по отношению к своему соплеменнику. Вот представь себе, до какой степени доходит демократия, да? Если вопросы будут, и Темрюк Кейцо, и Халакбин, и Канокавар, тоже подробно можно будет сказать, как ему войска давали русские, чтобы он уничтожил именно сторонников Крымского хана, чтобы он уничтожил. Это не добровольное вхождение Божье, это раздуть. Люди верят. Дык-то дела, Кирилл.